На базе курорта Серноводск-Кавказский провела работу республиканская школа молодого педагога профсоюз «Новый уровень». Для молодежи были приглашены известные специалисты из разных сфер и организованы интересные занятия. Профсоюз образования провел очередную акцию по оказанию материальной помощи в честь Международного дня защиты детей. Представители в районах побывали в 146 семьях работников образования, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. «Профответ» – это рубрика, которая вот уже несколько лет отвечает на самые злободневные вопросы членов профсоюза. Главный правовой инспектор профсоюза образования Магомед Исраилов на этот раз расскажет о тонкостях пенсионных начислений и другом. Очередная встреча профсоюзного актива состоялась в Доме профсоюзов с известным журналистом, видным общественным деятелем Мовлой Осмаевым. На базе курорта Серноводск-Кавказский провела работу республиканская школа молодого педагога профсоюз «Новый уровень». Открыл мероприятие председатель Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Даутхан Герзелиев. Он вкратце проинформировал молодых педагогов о целях и задачах профсоюза, мероприятиях, которые проводятся для учителей и направлений, таких как защита прав и интересов, охрана труда и здоровья, решение социальных вопросов. Первый день программы был насыщен тренингами. Для молодежи были организованы командообразующие занятия. Также молодые педагоги активно включились в работу по решению профсоюзных кейсов. Второй рабочий день школы молодого педагога открыл преподаватель английского и испанского языков Чеченского государственного университета Ибрагим Хациев, который рассказал участникам школы о новейших информационных технологиях в образовании, об использовании различных образовательных мобильных приложений и сайтов на уроки. Ибрагим Хациев подчеркнул в своем выступлении, что, используя информационные технологии правильно, педагог может значительно повысить мотивацию учащихся и сделать уроки интересным. Я считаю, что эта площадка необходима для современных преподавателей, так как современные преподаватели должны владеть современными компетенциями. И сегодняшняя моя тема была посвящена цифровым технологиям. Почему я выбрал? Потому что одно из главных критериев, или качеств современного преподавателя – это владение цифровыми технологиями. И сегодня те ресурсы, которые были представлены мной в лекции, они затрагивали те проблемы, которые сегодня мы встречаем в наших школах. Это мотивация, это большой поток информации. И я считаю, что такие площадки, они помогут преподавателям получить новые знания в реализации своей педагогической деятельности. Следующим лектором стал народный учитель Чеченской Республики и абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 2018» Алихан Динаев. Алихан Мавладиевич выступил с увлекательным мастер-классом «Каким должен быть учитель 21 века». Кто из вас сталкивался с вопросом от своих учеников: а зачем нам это учить? Завидую остальным, чьи ученики якобы не задают эти вопросы. Дети постоянно об этом спрашивают. И это тоже особенность современного поколения, они очень практичны, они очень, так сказать, утилитарны, они во всем ищут пользу и хотят понимать, вот это я выучу, например, я выучу, что производная синус от x это косинус x. Как мне это пригодится в жизни? Зачем мне знать эти виды налогов, спрашивают они. Зачем мне читать «Мастер и Маргариту», спрашивают они. Им нужна практика. И мы должны по мере возможности учить их этой самой практике и давать им практические навыки и умения. Перед молодыми педагогами был раскрыт имидж учителя, соответствующего современным требованиям и мировым трендам. Мне доводилось бывать на школах молодого педагога в нескольких регионах России. И могу отметить не только прекрасную организацию этого мероприятия, но и то, что, во-первых, оно проводится в замечательном месте. Мне кажется, это огромный плюс. Это очень важно для учителей вырваться за пределы школьного кабинета и своей школы и оказаться на курорте, в санатории. Это замечательно. А во-вторых, я отмечу очень положительную, позитивную, доброжелательную, отзывчивую аудиторию. Сменил Динаева специальный гость форума Ильяс Таев, заместитель министра образования и науки Чеченской Республики. Ильяс Дуцаевич выступил перед молодежью на тему проблемы и перспективы сферы образования Чеченской Республики. В своей лекции он поделился планами, целями и задачами министерства по решению проблем системы образования. В чем видится прорыв образования? Опять по тем направлениям. Это воспитание новых управленцев. К сожалению, некоторых, возможно, и меня тоже, уже нельзя воспитать. Нельзя поменять, потому что много шаблонов. Впечатление замечательное. Мне понравилось, что они очень отзывчивы. Они раскованы, они не боятся задавать вопросов. А это главное.
Говорят, не бывает глупых вопросов, бывают неправильные ответы. Именно сегодня встреча была в таком формате. Такие встречи способствуют именно единению образовательного пространства. Когда мы говорим о единстве образовательного пространства, именно вот такие вот форумы и обеспечивают вот это единство образовательного пространства. Я думаю, что это очень хорошее начало, и мы будем ждать продолжения не только на республиканском уровне, не только в республиканском масштабе, но и, возможно, в масштабе СКФО, а возможно и России. Было бы замечательно. Вторая половина дня началась с выступления Тимура Хазбиева, генерального директора независимого консалтингового центра «Информатио». Для молодых педагогов был сделан обзор западной системы образования. У этого ребенка зона актуального развития, то есть что он умеет самостоятельно, она становится шире. То есть потом со временем зона ближайшего развития превращается в зону актуального развития. В целях обучения молодых учителей составлять грамотную и яркую презентацию на форум в качестве спикера была приглашена руководитель частного образовательного центра «Максимум» Фатима Абуязидова. Участникам школы молодого педагога был показан уникальный мастер-класс. Делаем красиво, меняем, вот так, вон там, классно. Вот особенно желтый, видите, на этом фоне, прекрасно смотрится. Офтальмологи есть? Хорошее упражнение, правда? Вот, используем все эти механизмы, чтобы намариновать нашу аудиторию. Мы почти готовы. Зарядившись энергией от предыдущего спикера, молодые педагоги начали работу в рамках семинара практикума проведения планирования уроков в соответствии с современными требованиями, организованного Ахмедом Амаевым, заместителем Центра оценки качества образования. Конечным продуктом нашего семинарского занятия практикума будет заполненный лист по каждой группе. И мы с вами в конце нашего семинарского занятия должны будем ответить на один единственный вопрос. Сможем ли мы с этим листом, заполненным листом, пойти на урок? Если ответ будет положительный, значит наш семинар удался. Если же ответ будет отрицательный, во всем виноват я. На третий день в основном тематика дня была посвящена профсоюзной работе. Заместители председателя Чеченского профсоюза образования рассказали молодым педагогам о том, как строить профсоюзную работу в образовательной организации, о фонде социальной поддержки учителей, оздоровительных путевках и оказании материальной помощи. Мы всегда говорим профсоюз, 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 но на самом деле это профессиональный союз. То есть это сокращенное название профсоюз. Значит, кто в нем работает, кто он себе собирает, профессионалов. И все, наверное, знаете, Солженицын, когда первый раз уже после долгой эмиграции приехал в Россию, он сразу вступил в профсоюз. А когда я его спросила, а почему в профсоюз, он сказал, так там же профессионалы, а я профессионал своего дела. И я хочу быть среди них. Приглашенным спикером стал Ераги Изнауров, победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020», который выступил с лекцией «Идти против стереотипности мышления, используя различные технологии». Я работаю со старшими классами, и работая с ними, я часто стал замечать, что мои учащиеся отвечают на вопросы достаточно шаблонно, отнекиваясь общими фразами, всем известными истинами. Очевидно было, что такой важный навык, как креативное и творческое мышление, у моих учащихся достаточно слабо развито. И в данной ситуации формирование этого качества, этих качеств, является одной из важных целей деятельности учителя. Завершая работу Республиканской школы молодого педагога, организаторы совместно с участниками подвели итоги и наметили дальнейший курс развития молодежной политики в сфере образования Чеченской Республики. На встречу к молодым педагогам пришел Даутхан Герзелиев, председатель Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования. В своей речи он отметил важность подобных мероприятий и пожелал удачи молодым педагогам. С каждого района у нас были по 2 девочки, по 2 мальчика. Все были активные ребята, в той или иной степени были они привлечены к профсоюзной работе. Ну, в принципе, мы не ограничивались только узкой тематикой профсоюзов, достаточно были интересные лектора, узнаваемые, так как, значит, Динаев Алихан Владимирович, абсолютно победитель всероссийского конкурса «Учитель года». Значит, конечно, образовательная тематика, она тоже сопутствует нашей работе, значит, непосредственные те инновации, те проекты, значит, все было презентовано, все было интересно. Непосредственно, конечно, большая роль отводилась нашим лекторам. Коллеги очень хорошо постарались. Значит, дальше мы договорились, что не будем ограничиваться на республиканском уровне. Будем сейчас вести переговоры с коллегами с регионов, северокавказских регионов. И постараемся в следующем году такой межрегиональный молодежный форум провести у нас дома.
мне довелось получить огромный опыт. В части преподавания я получил очень много лайфхаков, которые я буду в дальнейшем использовать в своей педагогической деятельности. Но и самое главное – это опыт выстраивания профсоюзной работы, знания о охране труда, нормативных правовых актов в области охраны труда. И я узнал более подробнее о фонде социальной поддержки учителей. И данный опыт работы я буду в дальнейшем использовать и передавать своим членам профсоюза. Форум получился насыщенным и интересным. Участники узнали для себя много нового, впитывали новую информацию словно губка, чтобы затем делиться полезными кейсами в своих коллективах. Все, молодцы, похлопали. Сейчас мы отсюда заберем все самое хорошее, самое крутое. Вы все классные. Далятку больше мастеры дал, я объективен. Профсоюз образования провел очередную акцию по оказанию материальной помощи в честь Международного дня защиты детей. Профсоюз, проявляя работу о работниках образовательных организаций, оказывает внимание их детям, нуждающимся в помощи и поддержке. Подтверждением тому является проводимая уже во второй раз в рамках Международного дня защиты детей благотворительная акция «Профсоюз детям» по оказанию материальной помощи педагогическим работникам, имеющим в семье детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводим акцию в честь, посвященную Дню Международной защиты детей. Мы поддерживаем сегодня в этот день наших членов профсоюза, которые имеют детей, инвалидов с ограниченными возможностями. Раис. Алло. Да, Берхти, Луэр. Хайецер, Американ Пьечон. Маршал Лезербайх, я летаю. Первая акция «Профсоюз детям» Рейссоветом профсоюза была проведена в 2019 году в Международный день защиты детей, когда финансовую помощь получили 260 детей с ограниченными возможностями здоровья из семей учителей. Работники аппарата Рейссовета профсоюза, уполномоченные представители в районах побывали в 146 семьях работников дошкольных образовательных учреждений, в которых есть дети-инвалиды, и оказали им денежную помощь. По словам председателя профсоюза образования нашей республики Даудхана Хизировича Гирдилиева, акция будет проводиться ежегодно, охватывая работников, имеющих детей с инвалидностью всех уровней образования. Наша республиканская профсоюзная организация решила с 2019 года отмечать этот день акции в поддержку наших членов профсоюза, которые имеют детей, инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Сегодня в Гудеремесских садах мы эту акцию провели, дальше сегодня коллеги будут развивать. Эта акция во всей республике сегодня у нас идет. 144 ребенка получат сегодня материальную помощь. Этим самым мы поддерживаем наших членов профсоюза. Но хочу отметить, что в 2019 году мы эту акцию провели с педагогами, учителями, которые имеют таких же детей. Да, мы будем эту акцию продолжать ежегодно. Я работаю учителем 29 лет, но обратилась в пенсионный фонд с заявлением об установлении пенсии только сейчас, в то время как право у меня появилось еще 4 года назад. Можно ли получить перерасчет пенсии за просроченный период и какие документы для этого необходимо подготовить? Нет, получить перерасчет вы не сможете, так как право на получение пенсии возникает с момента обращения в пенсионный фонд с соответствующим заявлением и пакетом необходимых документов. То есть, если вы сегодня подали заявление и пенсионный фонд положительно его рассмотрел, то с сегодняшнего дня вам и начнут начислять пенсию. 2 года назад подала документ в пенсионный фонд на установление пенсии по выслуге лет. Однако по сегодняшний день мне пенсия не установлена. Причины сообщаются устно и каждый раз разные. Что мне делать? Документы на установление пенсии считаются поданными лишь тогда, когда вы получаете взамен расписку о приеме этих документов, в которой обозначено, кто у вас принял эти документы, его роспись и дата приема. В таком случае у пенсионного фонда, согласно действующему законодательству, есть всего 10 дней для того, чтобы вам назначить пенсию, либо 5 дней для того, чтобы письменно и мотивированно вам отказать, если есть на то законные основания. При этом отказ должен быть письменным.
Если вы расписку не получили, значит юридически вы документов не подавали. Соответственно, никакими временными сроками работники пенсионного фонда не обременены. По этой причине эти вопросы рассматриваются, как в вашем случае, очень долго. Если в пенсионном фонде отказываются принимать заявления в установленном законом порядке, то это нарушение ваших прав. В таких случаях необходимо обращаться в соответствующие инстанции, в том числе надзорные и правоохранительные, за защитой своих прав. Входит ли время, проведенное на курсах повышения квалификации, в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию в связи с педагогической деятельностью? Согласно статье 187 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае направления работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы, за ним сохраняется место работы и средняя заработная плата. Поэтому периоды нахождения на курсах повышения квалификации являются периодами работы с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель производит отчисление страховых взносов в пенсионный фонд. И, соответственно, это время включено в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. Традиции проводить встречи с яркими представителями разных сфер деятельности, с профактивистами профсоюза образования относятся очень трепетно. Очередная встреча профсоюзного актива, работников общеобразовательных организаций, внештатных корреспондентов Рейссовета профсоюза, а также победителей республиканского конкурса «Педагогическое перо» состоялась в Доме профсоюзов с известным журналистом, видным общественным деятелем Мовлой Осмаевым. Встреча носила информационный характер. Представляя гостя, Даудхан Хизирович Гирзелиев, председатель Чеченской республиканской организации общероссийского профсоюза образования, кратко напомнил участникам встречи биографию гостя. Действительный член Российской академии естественных наук, почетный профессор современного государственного университета города Москва, действительный член Международной академии духовного единства народов мира. В 2003 году окончил заочную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации и успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1980 году Мовла Камилович окончил факультет журналистики МГУ, спустя 6 лет экономический факультет Горского сельскохозяйственного института, а в 2007 году юридический факультет Махачкалинского института финансового права. Он кандидат экономических наук, член Союза журналистов и Союза писателей России. В настоящее время Мовла Осмаев занимается научно-педагогической деятельностью, доцент кафедры журналистики Чеченского государственного университета. Он автор и соавтор нескольких книг. Его активная трудовая деятельность оценена многочисленными государственными, ведомственными и республиканскими наградами. В их числе Орден Дружбы, медаль за заслуги перед Чеченской Республикой, имеет звание заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Чеченской Республики и другие. Интересным и содержательным было выступление Мовлы Камиловича, который обратился к профсоюзным активистам наравне с русским языком беречь, умножать и развивать свой родной язык. Не только говорить о родном языке, но и говорить на родном языке. Дал рекомендации, как готовить материал к публикации, на какие вопросы при этом следует обращать главное внимание. Тут, говорят, сидят люди, причастные к журналистике, мечтающие быть журналистами. Да? Да. Есть много о чем поговорить. Я думаю, что мы еще будем встречаться. Но я бы сегодня хотел бы акцентировать внимание вот на чем. Мы много говорим о родном языке, но мало говорим на родном языке. Вот у нас 25 апреля в республике отмечается День чеченского языка. В течение всего года практически мы редко говорим о языке. Накануне, там, в течение месяца проводятся, особенно в школах, мероприятия, приуроченные к Дню чеченского языка. А потом забывают. Я считаю, что это недопустимо. Вот я бы хотел... У меня было выступление на тему «Чеченский язык и СМИ. Проблемы и перспективы». Вот на эту тему, если я поговорю, не возражаете? Я считаю, что это важно для всех нас. Интересная была деловая встреча. Очень много Мол рассказал об опыте, значит, непосредственно формирования текста, стилистики. Конечно, это была, значит, такая впечатлительная встреча. Дальше будем развивать. Надеюсь, это не последняя встреча. Всем победителям конкурса мы предложили стать нештатными корреспондентами. Надеюсь, они откликнутся. Непосредственно
У нас есть журнал «Резонанс» ежемесячный. И нам очень необходима информация конкретно в школах о жизни учителя, о жизни первичной профсоюзной организации, о взаимоотношениях, о тех социальных гарантиях, закрепленных в договорах и как они выполняются. Гость ответил на многочисленные вопросы участников встречи. Такие беседы в непринужденной обстановке приносят отличные результаты. Участники, помимо того, что узнают много нового для себя, еще и заряжаются энергией от оратора, привносят что-то новое в свою работу, ну и просто получают позитивный настрой, которым делятся впоследствии со своими коллегами. Для меня было очень радостно узнать о том, что под эгидой профсоюза образования и науки ведется большая работа по подготовке внештатных корреспондентов республиканских периодических изданий, которые освещают на страницах печатных изданий работу, проводимую профсоюзами. И эти люди живо интересовались про работой средств массовой информации, как лучше подать ту или информацию, которая отражает работу профсоюзов. Я полагаю, и мы договорились, что будем встречаться в дальнейшем, и тот небольшой опыт, который имеется у нас, мы с большим интересом, с удовольствием будем передавать этим начинающим журналистам. Это вообще какое-то новшество, по-моему, в стране нет такого опыта, подобной практики, чтобы под эгидой профсоюзов готовились бы внештатные корреспонденты средств массовой информации.